В эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях бизнес-тренер, бизнесмен, доктор психологических наук, основатель Международного центра по развитию человека «САМО», автор 14 книг по философии муравья Саид Мурад Давлатов. Саид Мурад, добро пожаловать. Ассаламу алейкум. Чеченскую республику. Вы как человек, который занимаетесь тренингами, ну и бизнесом, вы пишете, и вы являетесь доктором психологических наук. Из всех этих регалий, какие из них вам самые близкие? Ну, больше всего мне наставник говорят люди, почему-то не знаю, потому что, ну, как начнут надо ходить на наших семинарах, тренингах, через максимум 2 дня или через 3 дня 98% людей почему-то мне говорят наставник. Не знаю почему, но я сам еще учеником себе читаю, так много чего надо еще усваивать, учить и так далее. А так, чтобы, честно, для меня было какое-то там очень, скажем, тяга или симпатировали, что-то больше были ближе, сам такого нет у меня. Вот я в большей степени себя действительно чувствую человеком, который действительно как наставником себя чувствую в большей степени. Даже, оказывается, в большей степени наставник, чем бизнесмен даже, оказывается. Я это понял только в этом году. Даже в этом году это заметил, потому что, когда я работаю в бизнесе, бизнесмены больше фокусируются, если это выгодно делать, невыгодно не делать. А я больше думаю о народе, я больше думаю о социальных вещах и так далее. Если это даже порой мне по деньгам не очень прибыльно, не очень выгодно, но если это полезно другим, я делаю его. А когда работаешь с бизнесменом, ты видишь, бизнесмен это не делает. Он говорит, если это мне по деньгам не очень выгодно, я не сделаю это. И вообще философия бизнеса такой, так должно быть. А что такое философия муравья? Философия муравья – это, если вы внимательно посмотрите на муравья, наверняка сильнее муравья на земном шаре ничего нет. Благодаря чего они сильнее? Благодаря дружному коллективу, дружному и тем. Я очень внимательно изучал муравьев и оттуда взял это все. Например, посмотрите, муравья, они очень трудоголики. Большие. Они высокий уровень трудоспособности. Очень высокий уровень труда. Второе, они всегда упорядоченно ходят. Они не ходили в школу, не ходили в тренинги, не ходили там в военное училище, не учились нигде. Но посмотри, как они ряд, как дисциплинированно делают. Потом я заметил, что если одна муравья идет, найдет корочка хлеба или какой-то рис или пшеница или что-то, мимо проходящего муравья не забирает у него. Мимо проходящего муравья помогает ему донести. Он не может пройти, уйти, если видит, что другой что-то тащит, не справляется. Он обязательно помогает ему. Смотрите, не забирает, помогает доставлять. Это необычно, очень необычно. У них какая-то философия, подход такой. Поэтому сила большинства, вот эта философия муравья, это высокая трудоспособность, сила большинства, быть готовы помогать, системность и так далее. Где-то прочитал, что не помню, где-то, что если муравья соберутся, эта гора притащить в другую сторону, они это могут делать. Потому что это по чуть-чуть они это сделают. Поэтому муравья символизируют народом. Символ народа муравья это. Я, просмотрев фильм «Один на миллион», для себя понял, составил некий ваш образ. Я так понял, что вас поменяло определенные трудности. Долг. Долги, да. И сам сюжет фильма начинается именно с этого. Потому что у вас возникают проблемы, вы публично выступаете перед людьми, и тут вас обвиняют в определенных вещах. Да. И скажите, вообще к чему долги учат, большие долги? Знаете, как я попал в долгах? Я привел одного американца из Средней Азии, он читал тренинги. Филинг. Флетчер. Он начал читать, ну просто там в фильме так написано для того, чтобы это не было. Потому что американцы, они такой, но без их разрешения еще что-то делаешь, тебе судиться будут. Поэтому мы просто, вот, получилось так, что я его привез, он распространяется обучение. Я действительно был заинтересован создать центр обучения. Это была моя мечта, моя цель.
Он обучал хорошие, колоссальные вещи, но потом в тех годах люди не были готовы. Он рассказывал людям о каких-то инвестиционных проектах. А люди начали инвестировать. Я был молодой и неопытный. Я думал, наверное, это нормально. Раз люди сами хотят, мне что? Человек же сам захотел. Но Сам. вы не были гарантом. Нет, я никакой не гарант. Я даже понятия не имел, что никому инвестирует, кто не инвестирует, понятия не имел. Я даже не знал, что кто там куда инвестирует. Но дело в том, что когда его банкротился, его Украине там задержали и так далее, ну понятно, что Украина такие беспредел, да, и все, вот. И они его просто действительно забрали все его имущество, и его действительно и его закрыли. И эти люди все приходят в мой офис. Мы тебя знаем, мы тебе доверяем. Просто им было выгодно прийти ко мне. Я потом понял, со временем понял. Я же тебе верил, говорит, я его не знаю. Я говорю, подожди, если ты мне веришь, ты со мной посоветовался? Нет. А у тебя в документах есть мой подпись? Нет. А я пошел домой, у тебя долг попросил? Я при чем вообще тут? Но ты его привез сюда, мы думали, раз Давлатов привез, Давлатов не глупый человек, Давлатов знает, с кем работать, с кем не работать и так далее. И я понял, что они в своих мыслях меня считают соучастником. И я верну людям деньги отдал, которые не брал. Сумма долга была больше 2 миллионов долларов. В итоге Или стало около около 2 3 миллионов. миллионов, 2 Около миллиона 3. 800 чем-то, да. Здесь, опять же, такой вопрос касаемо метода выхода из ситуации. Вы часто показывали, как изначально вы начали свой путь, как попали в Россию, в Москву, что вам было тяжело. И действительно, я, смотря этот фильм, понял для себя, что вы сильная личность. Почему? Потому что в этом фильме показывается, что вы прошли свой путь с самых низов. Да. Вы были грузчиком, вы были разнорабочим, вас Да. отводили в отделение милиции. Скажите, вот это избиение, это все, изъятие это всё. денег, это все, это правда? Это все как есть. Все вот один к одному как есть. Там мы, даже режиссер меня попросил, может быть, это не надо, я говорю, поставь как есть. 3 раза меня отправили в спецприем, я жил один раз, ну, как получается, это в 96 годах, в тех годах были беспредельные годы, никого не слышал и так далее. Я до копейка, до последней копейка шаманали забирали. Если в фильме видите, до трусов меня раздевают. Так и делали. Да, так и было. Так и было. И один раз обидно было, очень рад. Один раз так было обидно, просто взял и не знал, что делать. Мой паспорт порвали, меня отправили в спецприем. Прямо паспорт порвал. Это было 96 Вы встречали этих людей позже? Да, конечно, нет, мы их не знаем, что там, мы их не встречаем. У вас было желание как-то пересечься с ними? Я делаю вывод просто из каждой ситуации своей жизни, я делаю вывод. Каждая ситуация – это мой путь, значит. Я верю в свою судьбу, верю в Аллаха очень сильно. Я верю, что если Аллах выбрал эту дорогу, значит, это путь, надо принимать свою судьбу и в нем искать счастье, в нем искать свою, создать себя. Понимаете, возможно, если, когда у тебя большие мечты, большие цели, Аллах выбирает такой путь, который готовит тебя к этому. Понимаете? Я это сейчас понимаю. Тогда, может быть, я не понимал, но я сейчас это очень хорошо понимаю. Это все закаляло меня, это все созрело меня, это все раскрыло мне способности думать по-другому. Это все сделало меня сильным стратегом. Когда снизу поднимаешься, у тебя нету ни ресурсов, нету никого рядом и так далее. И ты станешь чуть-чуть намного дальновидным, ты чуть-чуть шире видеть ситуации, ты начинаешь глубоко копать корень многих проблем. У тебя совсем другая категория мышления, а это деньгами не купишь. Все то, что вот это все снизу, вот это поднятие, это оказалось тот путь, который Всевышний выбрал для меня, и она оказалась самый правильный путь. Сейчас я понимаю это. Потому что, возможно, было бы по-другому, возможно, но этот путь сделал меня очень достойным человеком. И я верю в том, что если Всевышний выбрал для человека определенную дорогу, он знает почему. От его не убежать. Вот, например, пророк Юнус убежал от своего народа, не хотел выполнять свою миссию, убегал. И в итоге, в конце концов, что было? Помните, там, когда в море бросали жеребцы, обратно его выкинули в море, кит его обратно вернул туда, куда надо. Поэтому от судьбы не надо убегать. Его надо принимать, и потому что в нем есть именно
то, что делает тебя, кто ты хочешь стать. Ну вот в самом начале, когда у вас не было ничего и никого из родных не было близко, вы были очень далеко Да, от родины. успех, да, да. Что вам помогало не сломаться? Да, сейчас скажу вам, мне 8 лет был, когда мама дала наставнику. Вот то, что я из самого детства очень много читал Коран, очень много там, и очень много читал наших классиков, персидских классиков. То есть я читал и духовные книги, получается, и книги, духовные книги, и читал классиков много. А вот это мне очень сильно помогло. Например, на моем месте, если не было бы вот этой духовной ценности, возможно, можно было пойти в запой или там стать как-то плохим человеком, воровать или что-то-нибудь такое. Полно же таких людей. Или либо оставаться внизу, как минимум, просто оставаться черноработником, как минимум. А вот это мне очень сильно помогло. Она развивала меня. Известно, что вы поступили одновременно в 3 вуза. Но В Таджикистане, да, в Таджикистане, 3 вуза, да. да. Но ни в один из них вы не обучались, потому что Да. вас потребовали Да, да, но это был такой момент. деньги. Да, я учился в школе отличником. У меня аттестат один русский язык 4, а все остальные круглые пятерки. И то это тоже экзамен сдал на 5, но они меня что-то спросили, я не понял. И они говорят, вы не понимаете на русском? Я говорю, нет. И они говорят, тогда, ага, тогда мы не можем вам 5 поставить. И они не поставили мне. Аттестат у меня единственная оценка 5, это 4 русский язык. 3 вуза я сдал, это Политехнический университет, инженер-строитель, ПГС, и музыкальная академия, и университет, юридический факультет. И все стал студентом. А потом остался выбор, учиться, не учиться и так далее. Тут, там тоже начали требовать, тут, здесь, потом и так далее. И было 96 год, как раз 93-94 годах после войны Таджикистан, период гражданской войны. Сложные годы были, очень трудные годы. И у родственников оставаться тяжело мне, а пойти там где-то арендовать самому денег нет. И надо было как-то делать выбор. Я думал, я поеду в Россию, подрабатываю, вернусь, буду учиться. А кто знает, что я пойду там подрабатываю, и так и останусь. Вы обозначили образование как очень важную составляющую успешности человека да. и постоянное пополнение знаний. Да. Вот. Почему, вот, как вы объясняете своим подопечным, да, что учиться очень важно? Это необходимо, потому что, смотрите, единственная вещь, которая создает справедливость в нашем мире, это образование. Она реально создает справедливость. Почему? Потому что если ты образованный человек, у тебя появится шанс, независимо от того, у тебя есть ресурсы или нет. Независимо от того, у тебя есть связи или нет. Образование поднимает твой уровень компетенции выше, и ты станешь полезным, нужным человеком. И постепенно появятся и связи, и ресурсы, и другой. Ну, понимаете, кто-то родился, у него уже есть связи, да? Ну, он родился в хорошей семье, а по рекомендации он двигается. Кто-то наставляет его, направляет. Или кто-то родился в более состоятельной семье, какие-то ресурсы есть, оплачивают, пойдет в вуз и учится. А есть люди, которые ничего не имеют, но он хороший человек. Он не должен себе оставить крест и сказать, ну, у меня не получается, потому что у меня нету там какие-то поддержки или чего-то. Ой, были бы у меня деньги, я сделал бы, или были бы у меня там богатые родители, я делал бы и так далее. Так сказать, оставаться жертвой судьбы, это глупо. Поэтому образование шансует всем. Образование, знания и вот Да. касаемо вашей встречи с Нарбековым, что оно поменяло в вашей жизни и как вообще роль личности Нарбекова повлияла на вас? Самое важное, что повлияло на меня, я с детства мечтал определенные вещи. Потом я же ходил с 8-летки с моим наставником. Мой наставник был очень известный, очень мудрый, духовный человек нашего, вот этих долинах, наших регионах. И к нему тоже очень много людей приходили по разным просьбам и так далее. Когда попал к Степану Нарбекову, я видел это что то же самое всю детство вырос. Это было то же самое, только надо на русском. Ну, на 70% были это ближе мне. Похожие вещи были. Поэтому Мирзакрем Санакович, он его все систематизировал и преподавал как методика. А там, если это в селе, это было как мудрость воспринималась, а тут она как система была уже. Поэтому мне это было очень хорошо, легко знакомо и очень понятно. Но потом сам личность Мирзакрем Санакович, он такой очень духовный человек, он очень сильная личность, сам через чего прошел и так далее. Это все вызывало мне очень глубокое уважение и так далее. И я начал это все изучать, делать и так далее.
Именно я там понял, что кем я могу стать. Именно у него. Да, я просто побывая, в 7 лет я преподавал по системе Нарбекова, и обучаясь у них, именно у него, и у его учеников и так далее, и я понял, кем я могу стать. Вы работаете примерно, не примерно, а в 130 городах, более 130 городов. Да, намного Через, больше, даже больше, через даже. ваш международный центр развития человека прошло более полумиллиона человек. Не, 1 359 Уже 1 тысяч. 350. Да, 1 359 000. Там какая-то цифра. Мы первые полугода завели уже, первые полугода, 1 359 800 чем-то человек. Но это же огромная система. Ну да. Вы не думали заняться какой-либо партией? Да нет. Заняться политикой вам интересно? Нет. Политика, я далеко от политики. Почему? Потому что политике надо иметь жесткое сердце, а у меня очень мягкое сердце. Я больше как наставник, не бизнесмен и не политик. Я социальная личность. Вот. Это разные вещи. Политика, вот, что я придерживаюсь, в моих взглядах, что я придерживаюсь? Я придерживаюсь того, что, понимаете, в будущем мир меняется. Мир уже другой. Мир действительно другой. Я же езжу по всему миру, это вижу. Границы не останавливают больше людей. Люди уже поняли, что мир большой, и как минимум 10% людей по всему миру ездят. А скоро это станет 30%, потом 50%. Люди как будут стать чуть-чуть состоятельны, они будут ездить. Это важно, ездить? Да, да, поверьте, это мировоззрение человека меняет. Меняет очень много чего. Людей дальше остановить невозможно в будущем. Поверьте, мир стал такой. Людей дальше будут объединить не родина, не границы, даже не религии. Людей будут объединить интересы. Посмотрите, люди, которые любят футбол, со всего мира собираются там. Люди, которые любят музыку, со всех сторон собираются где-то. Люди, которые любят бизнес или что-то, они со всех сторон собираются. Сейчас мир кардинально меняется. Людей будут объединить интересы. А интересы, это что означает? Это компетентных людей. Ты в этой сфере должен быть компетентный. Ты должен быть чемпион в своем сфере. Только тогда тебе могут мир признавать, тебе могут мир услышать или что-то такое. Поэтому я считаю, что наши дела являются показателем нашей, кто мы. И наша деятельность, она является реально показателем, что мы за человек. И как мы умеем эту работу делать, это показатель этого. Хорошо делаем, или профессионально делаем, или или отлично делаем. Это все показатель. Поэтому в будущем вот, надо поднимать свои компетенции и так далее. И это, чтобы таких людей, если будут больше, мира будет на земле больше. Это правда. Поэтому пойти в сторону политики, я заметил, что пойти в сторону политики, я в одном своем образовании сейчас дипломат. Я дипломата закончил. В одном моем образовании я дипломат. Я потом MBA учился, и другие бизнес-сферы много учился. Но одно направление это дипломат. Но много раз уже мне говорили, не хотите стать там консулом или там послом или что-то. Я говорю, нет, ребят, мой потенциал больше, чем оставаться послом какого-то региона или там занимать какой-то посту, политики. Мой потенциал больше в мировом уровне. Я не хочу себя ограничивать. Я могу быть полезным, можно сказать, еще, может быть, сотни миллионов людям. Я лучше это буду делать. Поэтому. И было такое мнение, когда приезжал Тоби Робин, что он все-таки не дал людям того, что от него ожидали. Просто люди не поняли его. Наш регион, он другой. Наш регион другой. Они ожидали вот моментального решения вопроса. Наш регион другой. Тони Роббинс, он по-другому работает. Я был у него в Америке. Дважды я был у него на семинарах, и мы беседовали с ним. Вот так, как с вами я общался. Я общался пару часов. Я платил и пару часов общался. Сколько это дорого стоит? Да, прилично. Я когда попросили к нему на наставничество, потому что он номер один. Он стал спикером и стал, по-моему, он уже около миллиарда у него состояние, или уже миллиард есть, может быть. Есть, да. На тот момент было больше 600 миллионов. А сейчас, может быть, у него миллиард есть. Представьте, единственный, кто это смог сделать среди спикеров. Единственный, кому удалось дойти до миллиарда. Понимаете? Соответственно, надо у кого учиться? У чемпиона надо учиться. И я
когда я попросил у него на наставничество, он $200 000 был. А потом пандемия началась, это все как-то все откладывалось и так далее. Просто его методика, он чуть другой. Просто наш народ еще к этому, для нас это неприемлемо. Или непонятно для нас, как это работает. Как? И люди думают, ну что там, большая дискотека, как будто там веселились, как будто того и так далее, ушли. А на самом деле система Тони Роббинс на 70% похожа на норвежскую систему. Я от чего изнутри все понимаю, потому что и там я был. Я изнутри это все знаю. Это все на уровне психологии, это на уровне восприятия, но она помогает тебе, если ты это воспринимаешь и делаешь. Если ты сопротивляешься, он тебе не помогает. Это таково правило. Но там нюансов много, честно. Надо очень важно поднимать на уровне высшей нормы состояния, внутреннее состояние человека. Тогда у него самооценка растет, он может что-то делать. Это с темой и Нарбеков так говорит, и почитаешь «Думай, богатей». Он об этом говорит, что ваше мышление, и посмотришь, Тони Роббинс это. У него есть очень много хорошего. Честно тебе скажу вам, очень много колоссальных инструментов есть у Тони Роббинса. Я это знаю. Поэтому, а что вы говорите, что кто из этих людей для вас является там? Я честно скажу, в последнее время я учусь только у другой категории людей, не у спикеров. Я спикеров раньше начинал, но сейчас я не учусь у спикеров, потому что я хочу стать в другой уровень прийти. А то, что я мог брать, много брал у тех. Я очень много учился у Брайана Трейси, очень много. Я очень много учился Стивен Кови. Это колоссальные вещи, правда. На Боду Шефер, и на Нарбеков, и других, очень много я учился у них, но это всему этап по этап. А сейчас для меня очень примером является Джек Ма. Я учусь у него, правда. Ему удалось создать... Я считаю, что один из точек прорыва китайской экономики — умение, мосты, которые построили Джек Ма. И обычный китаец начал у себя в складе что-то делать, продавать по всему миру, благодаря Алибаба. Понимаете? Миллиардер. Да. Ему удалось не только себе зарабатывать миллиард, и многим китайцам сделать миллионером-миллиардером. Понимаете? Это очень важная вещь. И другой, кого я слушаю, это Маргулан Симбай. Рыбакова тоже читаю его книги, правда. У него есть много, да, он немножко грубиян, но у него есть много хороших вещей. А Кийосаки? Кийосаки, да, я Кийосаки... Вам не говорит, что вы похожи чем-то? Я много с ним, Кийосаки, был на консультациях. Кийосаки 2-3 раза был. И Кийосаки, его сильная сторона — это недвижимость. Я именно по недвижимости с ним занимался и так далее. Сейчас для меня очень много сильных людей, которые я вижу, как они это делают, и анализирую. Ричард Брэнсон для меня очень сильным примером является, потому что он единственный, кто создал из 450 компаний. Да, вот. И очень мне Уоррен Баффет очень сильно, я симпатизирую его вот это подход и так далее. Скажите, вот я вас перебью. А есть ли у вас персонажи или люди, которые вам, да, пускай у них, допустим, какой-то негативный опыт, либо они отрицательные герои, хотя, ну вот, допустим, главный герой фильма «Волк с Уолл-стрит». Для меня очень важно, что у человека ценности. Его ценности должно затронуть меня за сердце. Если его ценности не затрагивают меня за сердце, и я, возможно, какой-то посмотрю или читаю чуть-чуть какой-то беру для себя то, что могу брать, а так не интересуюсь. Угу. То есть самое главное — сохранить духовную часть в материальном мире. Конечно, жизнь, она и так кратка. Я не хочу, чтобы что-то ломало мою личность или ломало мои ценности. Ценности человека формируются долго, и в протяжении долгих год ты оттачиваешь их как алмаз. Год за годом, чтобы себя сделать нормальным человеком. В одной моей книге я написал: человек за всю свою жизнь создает только один шедевр — самого себя. А если он не смог самого себя создать, гроша его цена. Потому что шанс дается, чтобы стать нормальным человеком. А это стать хорошим, нормальным человеком, который соответствует твоим духовным законам, соответствует твоим моральным принципам, это не так просто. Мы пока научились только говорить об этом.
А вот таким стать и жить таким, это намного действительно труднее. Ну вот в этом фильме «1 на миллион» вы как-то сказали человеку, это ваша мечта, либо вы просто об этом говорите, мечта бросить курить. Да. Ну вот. С этим я полностью согласен. Нужно действительно делать, не просто говорить. Хочется вернуться обратно в начало. Вы были 10-м ребенком в большой семье. И почему-то так получается, что состоятельные люди, которые добиваются большого успеха, они выходцы из многодетной семьи. Что это вообще? Это конкуренция какая-то, которая с самого рождения вас вкладывается? Вы, когда вам приходится отличаться от остальных братьев, сестер, у вас, кажется, и у самого есть 9, да, детей, если не больше? 11. 11 уже. Информация у меня старая, почему-то отстает. Да. Вот смотрите, я не могу сказать про других семьи, где многодетные, но я вырос в такой семье, где мы очень состоятельной семьи выросли в детстве, но в нашем детстве в селе они все работают. Все работают, очень много работают. В селе так создан. Я вырос в очень состоятельной семье, потому что отец был пастухом, у нас было 2 большие стада баранов и так далее. Да, я очень вырос в состоятельной семье. Когда, соответственно, папа умер, и мама все сама делала, она очень много работала. У меня очень такая была. И сейчас даже кто у нас в селе живет, работает. Сейчас там кто что живет, сейчас мои сестры живут, они действительно все Вы работают. часто возвращаетесь сюда? Да, я же недавно был там. 20 числа оттуда уехал. Прошлого месяца 20. И получается там, вот, когда в многодетной семье вырастешь, у тебя, не знаю других, но не могу сказать то, что вы говорите, что конкуренция, такого не было у нас вообще. Но что меня толкало вперед, я скажу, что меня толкало вперед. Я всегда осознал, что у меня нет отца. Я всегда это осознал. И всегда мама мне говорила о том, что, сынок, у других есть кто-то, кто могут для них дорожку помогать, а тебе надо самому свою дорогу построить. Не опирайся ни на кого, кроме Аллаха. И постоянно меня мама так воспитывала, что ты вырастешь, и все. И вот это, знаете, очень сильно помогло мне, что она отдала мне 8 лет наставнику. Потом мне повезло. Мне повезло, что в школе были учителя, которые меня хорошо воспитывали. Вот у меня учитель математика, Владимир Мирзоев, потом были учителя литературы, там разные, да? Они очень вкладывали в меня сильно. Это правда. Они реально вкладывались в меня. Я хорошо учился, ходил, спрашивал и так далее. Вот библиотека в школе, наверное, может быть, 1/3 часть этой библиотеки я полностью прочитал в школьные годы. Все наши классиков я почти почитал, Фердавси, Рудаки, это частично вот это русскую литературу тоже, и частично там западную и так далее. Все, что мне было доступно классиков, я много классики читал. Классики, они, вот, особенно, вот, если я не знаю, вы знаком персидской классикой или нет, это Умар Хайям, или Джалалдин Руми, или Хофиз, Саади Ширози, они очень глубокие вещи там, очень глубокие вещи. Я сейчас осознаю это. В детстве я читал, например, Сайдона Софи и так далее. Я не все понимал, может быть, но потому что опыта нет, жизненного опыта нет, и так, но они созревали мое сознание. А европейская классика вам не нравилась? Да, я читаю, я и до сих пор сейчас читаю. Фридрих Ницше очень много читал, всякие эти, вот понимаете, сейчас, в дальний момент, конечно, я начал много читать книги об успехе, это сторону психологии, об успехе, эта территория очень много читаем и так далее. Но я понял, что вот это классики прочитать, у них есть фундаментальные вещи, которые актуальны во все времена. Да. Вот что я понял. Хоть 100 лет пройдет, это остается актуальным по-прежнему. Ты почитай, например, скажем, любой Джалалдин Руми почитай, или там, не знаю, вот возьми Толстого почитай, или Достоевский почитай, или там возьми любого из них, или Конфуций почитай, Лао Цзэ, Дао и так далее. Они являются фундаментальными вещи. Они будут актуальны во все времена. Они не уходят из... Это не мода, что мода ушел или что-то, потому что человеческая жизнь... Лао Цзэ написал много тысяч лет назад до нашей эры еще даже. До сих пор актуально.
Вы представьте, до сих пор актуально, и ты читаешь, понимаешь, да, или Конфуция до нашей эры, и сидишь, думаешь, вот это так, ага, вот это так. Но это отражает их величие. Это потому, что они понимали, что со временем мысли могут пройти насквозь веках, мысли могут быть основной капитал, основной то, что создает ценность внутри людей. И они оставили эти правильные мысли. Поэтому вот это очень сильно помогало. А в детстве у меня не было конкуренции, чтобы сказать, там, но был голод. И еще два вещи, я считаю, что мне помогло. Даже можно сказать три. Первый, вот это то, что мама мне постоянно направляла. Говорила, сынок, надо так, не оставай, делай это. Я приходил иногда очень уставший и так далее. У моей мамы была целая система менеджмента. Но роль матери для вашей жизни – это основа главная. Основа. Она мой первый наставник. Она влияла на меня очень сильно. Я сейчас анализирую, смотрю, думаю, у нее была целая система менеджмента. Понимаете? Это реальная система менеджмента. Например, у нас у всех был план. У меня был план, сколько дрова собрать, сколько трава собрать, сколько раз в неделю поливать огород, сколько. И была все мотивационная система. Понимаете? И я, если делаю вот столько, сколько, если получаем, у нас был табак. Табак это, который сажали, выращивали, колхоз сдавали. И к концу года, если получаем от табака столько, ты получаешь такую сумму. Если получаем столько, ты получаешь столько. И у нас у всех было, я сейчас анализирую, думаю, это же целый менеджмент. Конечно. Понимаете, у нее была четкая, конкретная мотивационная система. Она мне никогда просто так, она говорит, сынок, просто так ничего не бери в мире. Просто так ничего никто тебе не даст. Так не должно быть. Вот я прихожу, говорю, мам, мне надо купить там то-то, то-то. Она говорит, хорошо, сынок, без проблем. А что ты собираешься делать? Вот если вот это сделаешь, будет вот такой результат, тогда вот такой сумма будет. Давай только сделаем. Вот это все мышление она заложила в детстве. Поэтому родители большую роль играют. Первое, что стало вот это. А второе, то, что постоянно я знал, что мне ни на кого опираться. То есть, когда человек есть родители, старшие братья, все. Старшие мои сестры, они все замуж уходят, я знал. И брат был 4 года старше меня, он был студент. Мне ни на кого было опираться. Поэтому я понимал, что если я ошибаюсь, мне никто за мои ошибки не платит. Если я банкрочусь, никто не вытащит. Мне надо самому научиться зарабатывать, чтобы подниматься. Вот это толкало меня вперед. Я понимал, что если стану состоятельным, возможности передо мной будут больше. Те люди, которые остались с вами в команде, там в фильме это ясно отражено, они сегодня рядом с вами, они с вами до сих пор в команде? Да. Двое-трое отошли, но обычно люди уходят к чем-то, где-то занимаются, потом я говорю, вот иди, если уйдешь, уйди в крупных компаниях. Научись чему-то, потом возвращайся. Я так и говорю им. Двое-трое только отошли. А чем проверяется команда? 4 показателя. Первое, у команды должно быть четкий, как похоже, семейная ценность. Надежность, преданность. Второе, каждый должен быть профессионал в своем сфере лучше, чем ты. То есть бухгалтер должен лучше понимать, чем ты бухгалтерию, маркетолог маркетинг лучше, чем ты. Вот. Это очень-очень важная вещь. Третье, у них должно быть чемпионский характер. Чтобы трудные годы не сдаваться, не сломаться. Чемпион выдержит, выносливость у него больше. У человека должен быть характер очень сильный. Культура команды должна формироваться как чемпионский характер, чтобы они как вот команда, футбольная команда, которая готова дойти до финала. Вот характер должен быть закаленный. И четвертый, командный игрок. Все должны понимать, что защищать спину друг друга, это как армия. Когда в войне идешь, ты не за себя воюешь, ты воюешь за своего партнера, за своего, потому что, значит, если его уберут, следующий станешь ты. Спартанская система. Да, ты должен защитить его. Вот защищая его, ты защищаешь всю команду. Вот это должно быть. Вы говорили, что ваша мечта написать книгу в фильме. Вы ее написали, и не одну. Да. Одна из первых, кажется, «Я и деньги». Да. Франклин говорил, что время – деньги. Вы что думаете, время что это? Это деньги? Да, время стоит деньги, но время стоит больше, чем деньги. Время действительно стоит деньги. Если хочешь разбогатеть или что-то, надо сначала поднимать стоимость своего времени. Иначе по-другому никак. Соотношение времени к ценности, которую ты даешь, это определяет стоимость времени. У кого-то время стоит
дешево, у кого-то дорого, в зависимости от того, какую ценность он вносит в это время. Хотя в сутки у нас у всех 24 часа. Но ценности, которые мы преподносим на это время, она разная. Поэтому разное у людей время стоит по-разному. Время действительно стоит деньги. Это правда. Но я бы сказал, он даже намного стоит больше, чем деньги. Потому что, когда дело касается выбора между время и деньги, надо выбрать время, а не деньги. Почему? Деньги ты восстановишь, а время нет. Если есть возможность, например, я первым вещь, которую людей обучаю осознанно понять, у тебя сутки 24 часа. Если хочешь перейти выше, 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 тебе создай команду, и часть людей, которые нанимают людей, которые часто у них время дешевле стоит, лучше освободи себе время. Освободи себе время, часть работы, которую могут кто-то другой делать, нанимай его на работу, плати. Для него это возможность роста, для него это работа, заработок, а для тебя освободил тебе время, у тебя появляется возможность заниматься более стратегическими делами. Вы занимаетесь и инвестируете в недвижимость, и логистический центр, строите различные теплицы, да. Плантации, бизнес. Вот касаемо недвижимости, вы наверняка во второй раз, да, в Чеченской Республике, или больше вы приехали? Это уже 3 или 5 раз. Вот. И видите, что республика меняется. Растет. Да, очень хорошо развивается. Рекомендовали бы вы инвестиции в недвижимость в Чеченской Республике? Да, я не знаю, насколько это будет, скажем, привлекать инвесторов со стороны, но сначала надо а вообще культура развития стран, из которых мы знаем, где меньше стран, сначала надо поднимать внутренние инвестиции. Сначала надо поднимать внутренние. Это что означает? Это те чеченцы, которые отсюда уехали, зарабатывали где-то, чтобы они сначала начали инвестировать. Потому что им ближе эта страна. Им все-таки это твое сердце принадлежит. Родина. Родина, это сердце, это твой нация, это твой родина и так далее. Сначала надо поднимать внутренние инвестиции. Практика показывает так. Когда внутренняя инвестиция увеличивается, многие вещи наладятся. Я имею в виду много. И только тогда приходит уже внешняя инвестиция больше. Это проверенная методика. Возьмем Китай. Вот Китай, он 96% в самом начале, с 60-х годах по 90-х годах инвестировали сами китайцы. Сами китайцы, которые уехали в Америке, Японии, Европе, они ездили туда, работали, зарабатывали, разбогатели, они инвестировали. Потом начали прийти крупные. После 80-х годов начали прийти крупные мировые компании начали приходить, типа такие там, скажем, Nike и другие, и начали прийти, свои заводы туда построить и делать и так далее. То есть, что это означает? Любой регион, который хочет развиваться, если он эту стратегию четко поддерживает, быстрее растет. То есть должен поверить свой народ. Сначала внутреннюю инвестицию надо поднимать, а потом внешние инвестиции. Ну и, наверное, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Хочется вас спросить, вы буквально вот вчера, да, вы читали лекции, семинары, и вообще эффект, чувство, видите его, что людям это пригодилось, что это помогает людям? Я обучаю бизнесменов. Большинство, у меня 99% аудитории приходит, те, кто хочет строить бизнес. Это люди, которые активны в своем среде. Это люди, которые, можно сказать, более выносливы, более психологически устойчивы. Они хорошие организаторы. Поэтому это такой тип людей, которые психологически больше имеют устойчивость. Потери, кризисы, трудности и так далее. Вот. Поэтому я заметил очень важный показатель, который раньше, я же уже почти 5 лет назад был, да, здесь, или 6 лет назад. По сравнению, когда первый раз был сейчас, я уже вижу, как люди по-другому думают, уже выросли, задают вопросы по-другому. Это говорит о том, что люди учатся. Это говорит о том, что люди развиваются, люди учатся. 5-6 лет назад совсем были другие вопросы.
других. А сейчас уже по-другому вопрос. Уже люди видят, уже люди учатся. Это здорово, это очень хорошо. Хорошая динамика. Да, да, очень хорошая динамика. Если вот так будут продолжаться, люди будут еще больше. Дело в том, что страну кто могут, скажем, облегчить условия сервиса для клиента, для туриста, для приезжего? Это народ. Народ, Предприимчивые люди. предприимчивые люди, да. Вот, вот, поэтому вот в любой стране 10-15% или 20%, максимум 30% люди более активные. Более активные. Вот они больше создают, что-то делают и так далее. Вот они развивают. Большое вам спасибо, Саидмурад. Я хочу вам пожелать успехов, удачи. И очень рад, что вы нашли все-таки время прийти к нам в студию и рассказать о себе, о своей личности, о своем жизненном пути. Мы очень рады будем вас и вновь видеть здесь. Спасибо Если вам. так получится. Дерри Исхал, большое Иншаллах. спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях был Саидмурад Давлатов, бизнесмен.